Салам алейкум, это подкаст «Войти в IT». У нас в гостях Ислам Угурчиев, заместитель министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия. Сегодня мы поговорим о конкретно нашем регионе, о планах развития IT в регионе, о том, что уже сделано. Поэтому дадим слово Исламу. Ислам, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. С вами можем на «ты» общаться, правильно? Да, Не такой легко. ты как некоторые Да, чиновники. да, да, да. Поэтому Ислам, можно как-то. Многих интересует, министерство недавно появилось, да, совсем? Сколько ему? Год будет? Ну, 2 года, ну, плюс-минус где-то 2 года ему, вот Мгм. получается, да. Раньше он назывался комитетом промышленности, связи, энергетики, транспорта, по-моему, да, все вместе. Но у него история длинная, то есть я когда туда пришел в 17-м, это был комитет промышленности, потом был просто комитет транспорта, потом был министерство один раз, Мгм. потом министерство и уже окончательно. То есть это 4-я реорганизация этого Да, министерства. Да. ничего себе. В надежде, что что-то получится. Ну, для нашей республики, мне кажется, обязательно нужно отдельное такое министерство, ну, пусть и с промышленностью, да, как бы есть там какая-то взаимосвязь. А, Мне кажется, что все-таки работа огромная. Насколько много человек в министерстве именно связанных с цифровым развитием, так скажем, в этом? Ну, в цифровом развитии у меня управление, то есть внутри министерства у нас еще есть управление цифрового развития. Нас Мгм. 11 человек, то есть, ну, 12 не считаем. Со мной Мгм. вместе, да, так. Это Понятно. очень мало на самом деле, если Ну брать да. тренд общероссийский, то есть федеральные органы даже сами делают на этом акцент. То есть у меня только в одном отделе должно было быть 13 человек. Ну, вы у нас как бы дефицит Вот ты штатных единиц. заместитель, да? Ты просто заместитель министра, а в какой сфере? По цифровому развитию IT. Чисто IT на тебе Да, получается. да, то есть вот именно вопросы IT я курирую. Мгм. Ну, давай начнем тогда с планов сначала. То есть, что планируется сделать уже, получается, в 2023 году? Есть ли какие-то интересные, уникальные проекты, которые вы разрабатываете, наверное, в сотрудничестве с кем-то, да? Наверняка у вас есть куратор федеральной власти. Расскажи нам немного подробнее. Ну, чтобы просто понимали, в основном наша работа завязана ну, 90% работы завязана на цифровизации именно госсектора. Мгм. Госсектора в том плане, чтобы работа госслужащих, там, муниципальных или исполнительной власти, она была так упрощена, чтобы люди, когда обращаются за чем-то, чтобы они пользовались цифровыми продуктами. То есть убрать вот эту бюрократию, допустим, если взять человека, который придет в администрацию за определенной справочкой, чтобы ему не нужно было для этой справки собирать еще 10 справок, чтобы Мгм. получить эту справку. То есть для этого у нас с 2017 года есть уже инструмент, это система межведомственного взаимодействия, то есть, грубо говоря, то есть Мгм. люди могут просто в онлайне сидеть. Вот. А все остальное это уже как бы сопутствующие действия в регионе. Это частичное курирование операторов связи, то есть как бы взаимодействие с ними, то есть проработка стратегий. Вот. Если брать именно 23 год, то на 23 год достаточно обширные планы. Если а, брать стратегию развития цифрового, то что у Мгм. нас есть утвержденная стратегия, мы ее вот буквально на днях доработали, добавили туда в части развития кадрового потенциала региона показатели. А, То есть эта стратегия, она реализуется совместно с федеральными органами, то есть непосредственно Минцифры России. Развитие кадрового потенциала, ты сказал, да? Да, да. В какой сфере это имеется в виду или вообще? В IT-сфере, именно в Ага, IT-сфере, я сейчас говорю только за IT-сферу, только то за эти. есть, да. Вот. В целом, да, то есть как бы сейчас общая там геополитическая ситуация показала, что айтишники очень востребованы, Да. и во многих регионах, в том числе и наш, очень такая недостаток именно квалифицированных кадров. Ага. А если говорить о кадровом потенциале, это значит, образование нужно им давать, переучивать, переквалифицировать.
Какова Да, стратегия, в то чем? есть, да, опять же, это идет частичное добавление дополнительных кафедр, то есть именно эта стратегия, она должна быть интегрирована в среду образовательную совместно с Минобразования республики и, соответственно, в госсекторе. То есть если брать, например, госсектор, то есть у нас сейчас очень много программ совместно с федеральными органами, которые позволяют, допустим, человеку, который сидит на должности, там, скажем, там, юриста, экономиста и так далее, получить переквалификацию в IT-сферу абсолютно бесплатно. То есть это проект реализуется совместно с Минцифрой России и РАНХИКСом. Мгм. Вот. Поэтому люди получают знания, получают дипломы, то есть у них есть возможность выбрать программу. То есть в начале года РАНХИКС пускает на регион квоту А кто может людей. попасть на нее? Ну, это сейчас госсектор именно. Вот люди, которые у нас сидят Находится в должности, госслужбе. да, да, на госслужбе, подведомственные учреждения, то есть образовательные учреждения, то есть именно бюджетники. Потому что как бы многие хотят получить образование IT, но не всех есть возможность как физическая, так и финансовая. Поэтому вот эти программы реализуются. А эти госслужащие могут выбирать среди разных программ? То есть Да. какие им квалификации предоставляются? Это технические специальности, это менеджерские специальности? Можете чуть подробнее тоже рассказать, если есть информация? Квота, то есть когда направляется квота, с квотой вместе направляется перечень программ, куда могут записаться. Это может быть, грубо говоря, обучение работы именно узконаправленных систем, допустим, там платформа обратной связи, там платформа государственных сервисов. Это платформы, которые непосредственно работают в госсекторе, и ими пользуются там 70% госслужащих. Вот. А есть более такие, это как управление проектами, цифровыми проектами в государственном управлении. То есть вот более такие масштабные, Мгм. узконаправленные. Ну, управление– это менеджмент, по сути, да? Да, IT-менеджмент. менеджмент, да, менеджмент. Опять же, есть такие направления, как информационная безопасность, где людям дают базис, то есть они по ним, их вводят в курс дела, что такое информационная безопасность, для чего она нужна. А, Они очень много лекций читают сотрудники как Яндекса, как и других организаций, таких крупных, как Инфотекс, например. Это самый наш большой вендор по криптооборудованию в стране. Мгм. Поэтому, А они, это онлайн проходит, да, обычно да, обучение? все онлайн, все в отрыве там, от рабочего времени, там буквально в день час-полтора времени это занимает. И самое главное, что люди не сидят просто как бы сами по себе, они работают в команде, то есть создается определенная команда с разных регионов, люди в онлайне работают. Хорошо. Ислам, можем ли мы поговорить о... Есть ли вообще планы для, допустим, населения? То есть есть безработные, да, огромное количество безработных, самый высокий уровень безработицы в России у нас. У нас есть огромное количество людей, которые находятся не только на госслужбе, да, но нуждаются в IT-знаниях. Те же операторы связи, там, Ростелеком, там еще какие-то организации, которым нужны айтишники, ну, может, не с образованием, но хотя бы с навыками, с какой-то квалификацией, да, с какими-то пройденными курсами практики и так далее. Если рассматривают ли вообще в министерстве какие-то программы для безработных? Начнем с ним. Начнем с ним. К сожалению, конкретно в этом сегменте населения у нас нет проектов, которые реализуются. То есть как бы и федеральные органы, они нацелены больше, скажем так, на подрастающее поколение. Они заинтересованы в подготовке IT-специалистов со школьных скамей. То есть взять же тот же код будущего, который реализуется. А так есть, да, программы-то есть, но как бы они уже в ведении других организаций. А вы Это взаимодействуете с Министерством образования? Вот? Да, то есть, связь есть, но не такая, как бы сказал, хотелось, плотная связь. Ну, вот Мгм. так. Ясно. Код будущего. Вы как-то соприкасаетесь вообще с этим проектом? Вы какую-то роль сыграли?
в том, чтобы этот проект реализовался? Ну, его Это реализует, федеральная программа же? да, это федеральная программа, по-моему, это оно какое-то там, университет какой-то 2035, если не ошибаюсь, реализует. Ну, у нас, я насколько знаю, есть представители в регионе, это Адам Бадиев, по-моему, Мгм. если я фамилию правильно назвал, да, как-то, да, мы с ним как бы на контакте и, ну, всячески помогаем, то есть в той сфере, какой можем помочь, там, где-то выделение определенных каких-то ресурсов. Мгм. Ну, в той же перевозке, допустим, детей со школы в школу, вот так где-то. Мгм. Что еще интересного происходит в министерстве? Ну, у вас всего 11 человек, я понимаю, это очень мало. А, Да, то Ожидаете ли есть, вы какого-то расширения? То есть на что направлены вообще силы сегодняшние? расширение, безусловно, нужно, и мы надеемся, что оно будет, это расширение, потому что единиц катастрофически не хватает. То есть у нас, если взять, например, в этом году у нас реализовывался, ну, уже закончили мы проект Госвеб. Это федеральный проект, это единая платформа для унифицированных сайтов для школ и муниципальных образований. То есть это платформа, где есть визуальный конструктор, и есть уже четко единый стиль для всех, где они должны... То есть у меня этим занимались 2 человека. 2 человека на уровне республики, это... Ну, это ничто. Да, то есть Даже им для можно... города. Да, им нужно медаль и памятник поставить, потому что опять же, делать самому и заставлять сделать это, грубо говоря, муниципалитет, где там взять эти аршты, допустим, и какие-то такие, где сидят достаточно уже предпенсионного возраста люди, Мгм. приходится вот так выкручиваться. А, Слушай, Ислам, мне хотелось еще спросить, мне кажется, в республике интернет, да, оптоволоконный, радиоинтернет очень хорошо развит. То есть в селах, там, в Али-Юрте, в Икаже, вот где-то года полтора-два или даже 3 года, по-моему, назад проложили оптоволоконный интернет, отлично работает, там, вот, Ростелеком, Терралинк активно этим занимаются. Вы как-то связаны с тем, чтобы именно связь, ну, интернет развивать в городах, в селах республики? Ну, у нас, опять же, в 2019 году завершился проект. Это проект был тоже по подключению ШПД, то есть широкополосного доступа. То есть у Мгм. нас подключены были все социально значимые объекты к интернету. Это все администрации, то есть до туда доведена оптика. Это акушерские пункты, то есть медицинские учреждения. То есть там везде оптика у нас сейчас есть. А так в целом, да, ну сейчас мы больше нацелены на развитие мобильной связи именно в горной местности, именно в Мгм. курортном сегменте. Это вот больная тема, очень как бы мы пытаемся это развить, но, к сожалению, операторы пока не идут навстречу, потому что нерентабельно им строить в горах, ну, грубо говоря, базовые Конечно. станции, вышки, поэтому нужны некоторые инвестиции с региона. Честно говоря, меня иногда удивляет интернет даже в городе, в Назране, в Магасе. У тебя бывает так, что у тебя просто нету вообще никакого интернета Да, но и это как связь. бы отдельная тема для Да, разговора, поэтому это понял. больная тема, да, то есть операторы, когда им этот вопрос задаешь, тоже немножко подтрухивать их начинает. Да. Ислам, давай попробуем тогда поразмышлять. Вот есть несколько у меня, есть небольшая как бы формула того, что мы можем сейчас обсудить. Я сказал про безработных, я рассказал про тех ребят, которые не только на госслужбе, да, нуждаются в обучении, да даже на госслужбе, если взять, там, допустим, преподаватели, для них хотят внедрить там какой-то электронный дневник, и, по сути, на местах не у всех есть компьютеры, чаще всего не у всех школ есть интернет, который позволит им оперативно там вводить оценки, еще что-то, да, но работать в электронном виде. А, Мы понимаем, что как бы Министерство цифрового развития должно быть напрямую как-то связано, ну, тесно связано с Министерством образования. Вот твои мысли по этому поводу какие? И вообще сейчас на каком уровне? Вот ты сказал, что ты сожалеешь, да, что не такое тесно, как могло быть. А по уставу, так скажем, да, ну, то, что закону, вообще по устройству государственной власти и местной власти, как должны обстоять отношения, к чему вы стремитесь, так скажем? То есть вы же открыты к диалогу, там, к каким-то проектам совместным. Да, конечно, но если смотреть
с точки зрения, как это должно быть, что у нас есть в регионе Минцифра, и Мгм. эта Минцифра курирует абсолютно все направление цифровизации в таком роде, что в органе власти особо и не нужно как бы запариваться, что у них будет. То есть они обращаются, допустим, в Минцифру, Мгм. говорят, вот у нас такая проблема, и нам нужно решение какое-то решение из цифровой среды. Нам нужен какой-то продукт, чтобы такую-то, такую-то задачу решить. И это уже наша головная боль, мы бы искали. Просто у нас ситуация складывается такая, что я всегда стремился как бы к одной экосистеме внутри региона. То есть, чтобы одна система спокойно интегрировалась с другой системой, и посредством, как я ранее говорил, системы межведомственного взаимодействия, мы могли обмениваться данными, которые находятся, грубо сказать, в такой образной витрине данных, где мы можем брать информацию, не теряя времени там на письма и запросы. Вот. Но сейчас выглядит так, что у нас зоопарк систем, которые написаны как попало, кем попало, и ну, проще все выкинуть, сделать по новой, чем попытаться это все интегрировать друг с другом. Мгм. Вот. Поэтому мы как бы стремимся к этому, но для этого нужно очень много ресурсов, опять же, поддержка и понимание со стороны других органов власти. Но, к сожалению, сейчас этого нет. У В нас процессе находитесь пока. да, у нас все-таки еще остается вот это небольшое архаичное мышление людей, когда типа, а если мы это передадим, типа, мы что, без работы останемся и так далее, вот такое подобное. Ну, это То, нормально, в принципе, да, такое происходит везде, где идет такая трансформация из бумажного всего и в электронный. К чему я вел? Наверняка ты знаком с Тагиром Аушем, да, ученым, да, физиком. слышал, да. Он приезжал, по-моему, позапрошлом году или в прошлом году, приезжал в университет с выступлением о том, что IT может прям зарешать очень сильно в Ингушетии, помочь республике во всех сферах, во всех отношениях. И высказал такую мысль, что Ингушетию вполне реально сделать таким маленьким Сингапуром, маленькой Индией, где, соответственно, у нас получается очень слабо развита промышленность, у нас очень много безработных, и на самом деле IT помогло бы очень сильно республике. И многие как бы нашли в этом реальную крутую идею, что можно на базе этого как бы фундамента, да, что вот IT нужно развивать в республике, сделать очень много проектов, принести много инвестиций в республику. Обсуждалось ли это в министерстве вообще? Знакомы ли они с этой идеей вообще, с этим, а, как бы с этой идеей Тагира Аушева? И знакомы ли они сами с Тагиром Аушевым? Может быть, какие-то встречи организовывались в правительстве? Нет, министерство, к сожалению, как напрямую с Тагиром Аушевым не знакомо, но я полностью на 100% поддерживаю его мысль. И это, в принципе, верная мысль, учитывая, что мы все-таки не такая большая республика, и у нас не такие большие территории, чтобы развивать сельское хозяйство и промышленность. Опять же, промышленность должны развивать люди с квалификацией. Но я не вижу специалистов в этой области у нас. Мгм. Если брать от обратного, то IT — это самое такое гибкое направление, которое не требует от людей много ресурсов. Человеку, чтобы развиваться в IT, достаточно интернет и маломальский компьютер нужен. То есть многие думают, что им нужно сразу там топовый компьютер, топовая там видеокарта, там, По 2 монитора. 90, 2 монитора и все, и гигабитный интернет, еще и резервный. Вот. Нет, это совсем не так. То есть, поэтому, смотря что происходит у нас в республике, и ну, хочется, чтобы как бы там наверху услышали, что нужно развивать IT, и лучше пускай у нас будет, как бы, не будет промышленность, но у нас будет 90% молодежи занято IT и развивать какие-то стартапы и бизнесы. Опять же, это все уйдет же в ту же налоговую базу. Если IT-ребята, которые остаются в регионе, занимаются IT, они, да, они работают там на зарубежные фирмы, но свой доход-то они тратят в регионе. Да. Вот. И все эти деньги идут
ну, часть, по крайней мере, идет в бюджет. Поэтому это то, что лежит наверху, можно взять и реализовать максимально в короткие сроки, если потратить определенное количество ресурсов. Я напоминаю, что у нас розыгрыш сегодня приза за самый лучший вопрос, поэтому можете быть активными, те, кто нас смотрит. Ислам, к чему я вел? Если, допустим, представить, что... Давай сравним, что сделала Америка, да, и с Китаем, и с Индией. То есть в Америке были специалисты, инженеры, программисты, разработчики, дизайнеры. И в какой-то момент начался такой бум заказов в Индию, потому что там ребята начали выполнять очень все быстро, четко и, главное, дешево, там, чуть ли не в 16 раз дешевле, чем в Америке. То же самое случилось и с производством, да, перенесли все в Китай, потому что дешевый там рабочий труд и так далее. В России что сейчас происходит? Я заметил, что многие мои знакомые, кто работал в крупных компаниях, в Авито, в Яндексе, они переезжают сюда, в республику, и многие даже филиалы, которые находились в Москве, там, международных компаний, которые еще остались в России, они начинают переезжать там в Воронеж, Волгоград, там, где подешевле аренда, там, где подешевле жить, ездить, да, там, совещаться и так далее. Ну, если мы, допустим, рассматриваем Ингушетию, которую, в принципе, можно сделать такой маленькой Индией, да, по крайней мере, по словам ученого-физика, который руководит испытаниями, да, на адронном коллайдере. Насколько я знаю, что у него, кстати, были встречи в правительстве, да, его принимал, по-моему, и Калиматов Махмуд Али. В университете он встречался с ректоратом. У меня такое ощущение, что его не услышали, то есть даже его мысль не восприняли всерьез для того, чтобы какую-то работу начать. Может быть, я ошибаюсь, может быть, они рассматривают там, на какой-то другой, так скажем, период. Насколько я понимаю, в министерстве ну, не то, чтобы серьезно не отнеслись, но пока так проигнорили, так скажем. Да, ну, опять же, все идет от того, что у чиновников должно быть понимание, то есть в каком направлении двигаться и что нужно. Мы как бы относительно поколения там 80-х, 90-х, как-то еще молодые на их фоне, поэтому мы Да. понимаем, да, у нас есть силы, и мы понимаем, что это нужно развивать, и это нам нужно. Ну вот есть вот этот пласт, который как бы по старинке привык работать, и если есть, грубо говоря, определенная как машина, которая едет, зачем нам изобретать что-то новое? Вот. Поэтому эта проблема есть, но благо федеральные органы очень нам помогают. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Чернышенко, вот он прям погружен в эту тему, и он прям ратует именно за развитие IT вообще в России. Мгм. Поэтому очень, в принципе, федералы готовы оказывать любую поддержку в развитии IT, если регион сам этого пожелает. Мгм. Вот, посмотрите на Татарстан, да, вот у них как бы тоже IT не сразу появилось. Я общался с их руководителями, то есть с их министрами. Очень много чего можно перенять с разных регионов и это у себя интегрировать. Это причем Расскажи поподробнее. у нас очень быстро получится это все сделать. Ну да, если уже готовая модель есть, в Да, да. принципе. Ну вот почему сюда переезжают многие, как ты говоришь, айтишники? Ну, мы территориально так расположены, что тут до того же Ставропольского края ехать не так далеко, там буквально 5 часов на машине. Да. Ну, это недолго. И жилье тут в разы дешевле. Опять же, ну и все, что им нужно. Жилье есть, интернет, тоже относительно дешевый интернет, а, если брать разные другие регионы. И все. Причем они приходят, они же тот же магазин идут, там покупают одежду, там тот же Ковчег, тот же ZZ наш приходит. Да. У Вот. нас и Олив Мол вот появился, видишь, там Да, 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 многие да. магазины есть. KFC, не KFC, то есть как бы если создать вот некоторую такую инфраструктуру, чтобы людям было интересно такую экосистему, чтобы люди из других регионов, которые айтишники, приезжали сюда, здесь работали, здесь жили и как
ни в чем себе там не отказывали в плане там еды и это. У нас нет вечеринок только. Ну, Это в плюс компании. где ты видел айтишников, которые на вечеринке ходят? Да, они все Им же социопаты. лень, им же Кроме лень. кроме менеджеров, скорее всего. Да, да, Руслан, давай поэтому. подробнее про Татарстан. Я очень рад, что ты имел опыт, да, общения с теми, кто, ну, видимо, развивал, да, IT или и до сих пор развивает, так? Ну, они развиваются, то есть они сейчас первое место вообще по Ну да. стране именно в развитии цифровой трансформации. То есть, ну, общались мы как бы именно в рабочем режиме по определенным моментам. То Мгм. есть что-то конкретное там рассказать такого нет. Просто я пытался перенять у них небольшой опыт по определенным проектам, которые были у них. Мгм. Вот. Ну, это было успешно. Я так понял, что, ну, как бы, понимаешь, мы вот Министерство цифрового развития, да, вот название, оно такое большое, оно на Ну слуху, да. но все упирается, опять же, как бы это ни прискорбно звучало, в ресурсы. В ресурсы, как финансовые, так и людские, но в первую очередь финансовые. То есть мы понимаем, что у нас республика небогатая, и Мгм. приходится вот выкручиваться. То есть были бы деньги, у нас бы все было бы давно уже цифровизовано. Хорошо, тогда давай зайдем так. Допустим, если говорить о том, появился интернет, да, наше сообщество, так скажем. У нас, в принципе, даже никакого лидера нет. У нас просто чуваки, которые, ну вот, организовали, сделали Telegram там форум, появился YouTube-канал. Те, кто разбирается, кому интересно там брать интервью у интересных гостей, тот, типа, может это делать. То есть мы, в принципе, даже, я бы не сказал, прям как команда действуем. Пока что мы к этому идем. Есть учебный центр Солова, это единственный, кто обучает IT взрослых, именно ну, для школьников очень много разных центров есть. Мы просто решили взяться за более такую, скажем, взрослую аудиторию. И к чему я веду? Как ты думаешь, вот ты опытный человек, ты давно работаешь в IT-сфере, какие шаги могут при- предпринимать люди из общества, да, так скажем, некоммерческие организации, какие-то объединения молодежные, какие шаги они могут предпринимать для того, чтобы чего-то добиться, какого-то развития, чтобы появился там какая-то студия появилась, да, какая-то команда со стартапом, которая может выстрелить, как привлечь инвестиции. Какой у тебя на это взгляд? Вообще, что ты думаешь об интернете в первую очередь? Не, на самом деле очень Плохая затея, сама да? задумка, да, достаточно интересная. То есть до появления интернета, когда я еще работал, ну, вот, я когда пришел, тогда я был начальником отдела до того, как Мгм. замом стал. У меня еще тогда была мысль, почему у нас разрозненное вот это IT-сообщество, оно разрозненное. То есть, и вот буквально случайно там мне приятель сказал, говорит, вот такое сообщество. Я просто зашел в беседку в Телеграм, и вот так и остался там, как говорится. Ну, мы Вот, немного андеграунд, мы не такие прям на виду. да, Иначе то есть все как бы айтишники разбегутся. бойцы невидимого фронта, так сказать. Да. Вот. А так, по части развития своих проектов, это самое главное, как бы не бояться их развивать. Сейчас очень, опять же, много федеральных инструментов, которые позволяют развивать свои продукты. Есть куча грантов. Airfleet есть, который поддерживает кучу стартапов по России. То есть там гранты до 5 миллионов бывают. То есть есть возвратные, есть невозвратные деньги. Поэтому тут проблема и в подаче информации. То есть ко мне много людей обращались, говорили, что у них есть проекты, и мы хотим их реализовать. Мгм. Я спрашивал, а вы пробовали там подать заявку там на тот же Airfleet? Ну, ни один не знал, что это такое вообще. Да, я сам первый раз услышал. Да, то есть Хотя я очень, очень... уже второй год это идет, то есть очень большие деньги вливаются IT, там миллиардами эти деньги именно в раздачу вот этих грантов, чтобы продукты у нас в стране были свои. Именно ну, вот эта эпопея импортозамещения, она идет, Мгм. поэтому надо не бояться, во-первых, и
Если вы хотите получить какую-то финансовую помощь, надо смотреть в сторону госорганов федеральных и их грантовой системы. Как бы мы ни любили бюрократию, как бы мы ни любили вот работу с госсектором, то есть это сейчас самый такой надежный инструмент, где можно 100% получить какие-то льготы и гранты. А, Хорошо. Я с тобой согласен. Вот хотел услышать от тебя насчет грантов, насчет программ различных поддержки. А, Просто вот по моему опыту, я скажу так, то есть я видел немало стартапов, ну, которые, к сожалению, не выстрелили по разным причинам. Иногда это отсутствие там проектного мышления у менеджера, иногда это просто неумение подать на грант. Извиняюсь, сейчас я приду. Добро пожаловать в клуб. Да, не переживай, у нас тут просто подкаст, тем более домашний. Да. После последнего гриппа перенесенного не могу избавиться от кашля, иногда просто сам приходит. Да, Сейчас я... это Так вот, говоря о грантах и программах, я сам не раз принимал участие и в Росмолодежь проектах. Недавно в фонде президентских грантов вот мы победили, получили возможность реализовать фестиваль, который мы сделали. У нас сейчас вот подходит к концу. Этот подкаст тоже входит как бы в этот фестиваль. Поэтому я говорил о том, что у ребят не всегда бывает слаженная командная работа. Мне кажется, это одна из самых больших проблем вообще в Ингушетии, что у людей зачастую не бывает навыков командной работы. И это прям очень большой минус, да, если ты хочешь работать над каким-то проектом, тебе лишь нужно найти подходящих людей и еще помочь им и постоянно поддерживать их как бы командную работу. И если мы говорим, допустим, о грантах, да, которые требуют бюрократии, соблюдения сроков, опять же, ответственность, пунктуальность – это вообще не наш конек. Как бы в Ингушетии все понимают, что с этим очень тяжело. Вот. И часто я встречаю проекты, которые связаны именно с Ингушетией. То есть люди пытаются что-то локально делать здесь, не думая о том, что можно легко выходить на всю Россию, на весь мир. Да, конечно, там тяжелее пройти все процессы маркетинга, да, там выложить что-то, найти инвестора. Но, в принципе, вот эти грантовые программы, инвестиционные программы, федеральные программы, они на это и рассчитаны, чтобы тебе дать деньги на то, что тебе, ну, где у тебя что-то хромает, да. Маркетинг хромает, ну, пропиши, для чего тебе нужно. Сделал приложение или собираешься сделать приложение, пропиши все нюансы, этапы. Это в первую очередь нужно для тебя, а потом уже для того, чтобы подавать на грант. Что многие держат идею в голове или просто начинают делать и типа, ну, как получается, сделаем, и все. Вот как ты смотришь на то, чтобы принять участие не как замминистра цифрового развития, так скажем, а приходить к нам на подкаст, например, да, или, может быть, мы какую-то совместную статью напишем о проектной работе или командной работе. Ну, я за любой, как говорится, кипиш, то, что связано с IT. Ну, Поэтому, да, просто я знаю, что у тебя, ну, большой опыт работы именно в IT, ты в Ростелекоме, да, много времени провел. ну да, в Ростелекоме, ну, опять же, в Ростелекоме большую часть времени я занимался ну, я был инженером фактически, то есть кто бы что ни говорил, большую часть именно разностороннего развития в IT мне дала госслужба именно в плане того, что мне пришлось изучать, понимать, что такое информационная безопасность в госсекторе, а,
что такое вообще такое госуслуги и как перевести услугу в электронный вид, чтобы она, грубо говоря, появилась на портале госуслуг. И вот это выстроение этого бизнес-процесса, то есть вот тогда у меня была база, то есть как бы я работаю в IT с 19 лет, и там у меня перерыв был буквально месяц только, когда я переезжал с Казахстана в Ингушетию, поэтому опять же начинал тоже с обычного монтера, лазил по столбам, тянул телефонные линии. Вот, поэтому Ну, это на да, самом деле самый лучший путь. Когда да, ты это самое понимаешь, да, то есть ты начинаешь с низов, не сразу пошел там замминистра стал и типа, а что делать? ну, а как обычно, ну, придешь ты замминистра, сядешь ты и, ну, если у тебя нет базиса какого-то, и ты не знаешь, что тебе делать, это приведет только к плачевным. Ну, Ислам, мне многие говорят, что ты такой народный, на самом деле, человек, очень простой в общении, очень, так сказать, не бюрократичный, не заразился вот этим чиновирусом, так скажем. Да, я даже Это, вижу, что у тебя кресло игровое, спортивное, как его, да. киберспортивное, так скажем. Вот. Поэтому, поэтому мы тебя и пригласили на подкаст, потому что у нас очень часто не складывается вообще диалог с чиновниками. Либо мы в чем-то виноваты, да, что-то какой-то у нас предрассудок, Честно либо тебе у них. сказать, у меня с чиновниками диалог не складывается. Да. Вот Значит, вообще все-таки никак. в них проблемы. Поэтому поэтому как-то вообще бывает даже ситуации, когда там где-то на совещаниях, то есть я начинаю там своими терминами, то есть рассказывать. Был случай, когда мне просто председатель правительства сказал: "А можно как-то нашими словами это все, что вы сейчас сказали?" Понятно. То есть как бы вот так. Поэтому, ну, тяжеловато. А, Что ты посоветуешь ребятам, которые изучают IT, которые хотят отсюда уехать, которые хотят там найти работу за пределами республики? Как бы ты им, ну, что бы ты им посоветовал именно со своего ракурса, да? Тебе сейчас лет 35, 36? 35, 35, да. 35. Ну, в первую очередь посоветовал бы, ну, поехать, посмотреть. Если вы всю жизнь жили здесь, посмотрите, огромную роль играет менталитет и видение с разных ракурсов. То есть, и большую роль играет культура разных народов, разных людей. То есть, если вы посмотрели, как бы поработайте с одним типами людьми, с другим типом людей. То есть я за свою карьеру, грубо работал много с кем, и как бы уже психологически как бы уже знаю вот подход к определенным людям. Поедьте, изучайте, но возвращайтесь в республику и развивайте IT здесь. Самое главное. То есть, да, в Эндере у нас здесь все сейчас как бы медленно идет, конечно, не отрицаю, но оно будет. То есть, мы вовсю пытаемся сделать так, чтобы айтишникам в республике у нас было достаточно комфортно. То есть, чтобы были места, где можно собираться, были места, где можно проводить конференции, какие-то там соревнования и так далее и тому подобное. То есть, То есть ты тоже заметил, что у нас нет ни одного молодежного пространства, да, где можно не бороться, не боксировать, а именно прийти просто какую-то интеллектуальную беседу провести, выступить, да, рассказать. о чем говорить про IT, если тут элементарно я даже баскетбольных площадок нормальных не нашел. Вот я с 5 лет, да, баскетболом занимался, играл в баскетбол, я приехал в Ингушетию, и тут у меня выход: или идти в футбол играть, или идти там драться с кем-то, бороться. Да. Ну вот. Поэтому, мы понимаем все это. То есть, может быть, если у людей в мышлениях, что как бы правительство этого не видит, там министерство этого не знает. Мы все видим, все знаем, потому что, ну, опять же, ресурсов мало, приходится как бы нивелировать вот это все, потому что есть потребности госсектора и потребности, как бы скажем, общего IT, сообщества нашего в регионе. Хорошо, завершая, хочу сейчас задать вопрос по поводу вообще, следят ли в министерстве или в правительстве за тем, чем занимается молодежь, есть ли у нас вообще IT-сообщество, знают ли они про интернет, может быть, задают ли они вопросы тебе по поводу, как вот, выстраивать работу с молодежью, насколько это интересно вообще министерству или правительству, на твой взгляд?
Ну, не скажу про другие, ко мне никто не обращался, то есть как бы диалога по этому направлению ни с кем не было. Но у нас в министерстве, то есть я с министром со своим неоднократно уже обсуждал, что у нас есть талантливые ребята. Скажу так, что мы готовим вот эту платформу, почву, фундамент для IT-компаний, и потому что у нас есть очень много коллег, с кем мы не один год работаем, которые готовы в регионе открыть свои как бы филиалы, Мгм. и готовы набирать местных ребят себе в штат. То есть, допустим, возьмем у нас компании, которые там в Новосибирске есть. Многие нюансы им не с руки как бы делать удаленно и что-то еще. То есть Мгм. уже неоднократно говорилось, мы бы у вас открыли филиал, взяли бы там ребят, и они бы обслуживали этот госсектор. То есть непосредственно нас. То есть и таких много компаний, которые бы готовы были это сделать, если у них была бы у нас готова для них вот эта экосистема небольшая. Вот. А в части, опять же, вернемся немножко назад, я мысль тогда упустил, именно в части стартапов. И вот, допустим, есть платформа Гостех. Мгм. Гостех – это платформа, которая позволяет разработчикам прямо на облачном решении, используя лицензии, то есть каких-то прикладного ПО и так далее, разрабатывать свою систему на базе вот этой федеральной платформы и продавать ее в госсектор без вот этих всех проволочек по 44-му федеральному закону, Мгм. закупок и так далее. То есть напрямую. Допустим, я зашел, какая-то программа, приложение, мне понравилось, я хочу ее взять. Я просто заключаю контракт с этим человеком, покупаю, оплачиваю, все. То есть ему не нужно приходить ко мне, там, презентовать это все. То есть, потому что у нас, опять же, проблема презентовать свой продукт. Это есть. То есть, опять же, ко мне приходили люди, у меня есть такой продукт, я сделал, я говорю, покажи мне, я говорю, вот мне завтра надо пойти там, вот показать там председателю, там министру, еще что-то, что у тебя есть. Ну вот она так-то, так-то, так-то делает. Я говорю, дай мне картинки, потому что я-то пойму это все. А Ну вот да, они не поймут, нам нужны картинки, то есть чиновникам нужны картинки. да, это Вот, правда. поэтому не бойтесь, именно, развивать свои стартапы, даже если просто сейчас зайти там в Google, Яндекс, написать "поддержка IT-проектов", первые же две-три ссылки — это будет, поддержка вот федеральных центров, которая работает. Уже сложившиеся компании, которые как бы уже в госсекторе, там в коммерческом секторе уже проекты внедряют, работают, они участвуют, они получают деньги эти. А также есть стартапы. То есть, Мгм. эта машина работает, она просто нужно как бы поверить и наладить, Да. вот этот менеджмент, как вот этого взаимодействия. Без него никуда. Самое главное. Каким бы ты там, айтишником не был, там, вундеркиндом, если у тебя нету способности свой продукт представить, презентовать, то как бы, ну, не купят его, не интересен он будет. Потому что чиновники и госсектор, они 50% слушают продукт, смотрят на продукт ушами и интерфейсом. То есть если я этого не вижу, я, допустим, никогда не беру продукт, у которого интерфейс не user-friendly, скажем так, потому что есть очень много продуктов, где тебе, допустим, добраться до одного нужно там Да. 50 переходов. И, ну, представь, вот сидит там 50-летняя сотрудница там администрации, которая, да, вот у нее максимум ее уровень развития IT — это WhatsApp и Instagram. Все. YouTube еще. Да, ну это Инстаграм запрещенная в Российской да, Федерации организация. да, да, да. Обязательно добавляем. Да-да-да. Вот. Ислам, Поэтому у меня возник еще один вопрос. Наверняка у вас имеется, ну, так скажем, доступ к людям, которых интересно было послушать молодежи, которые могут рассказать, выступить спикерами, пускай на нашем онлайн-подкасте, а также поучаствовать, может быть, в одном из проектов, которые мы собираемся в следующем году, иншаллах, реализовать. Расскажу общую концепцию очень быстро. Есть несколько идей, что сделать в следующем году, вот после этого фестиваля. Нам бы хотелось уже приступить к более точечной работе
и найти, так скажем, тех ребят, которые очень перспективные, талантливые, достаточно там дисциплинированные, чтобы пройти какое-то полноценное обучение и либо войти, либо в проектной работе. То есть я бы хотел очень сильно хочу записать несколько, так скажем, какой-то курс по проектной работе, пригласив подходящих спикеров, так же, как мы сделали это на фестивале. То есть у нас оффлайн он проходил, записи выкладываем в YouTube. Но мне не хочется это сделать вот так вот, скажем, как фейерверк, да, просто эффект произвели. Мне хочется точечно выбрать группу людей, какой-то отбор провести и рассказать им о проектной работе именно тем, кто уже что-то пытается сделать. Допустим, работает над стартапом, либо у него есть НКО там какая-то. У нас, в принципе, в республике их там по пальцам посчитать, но я вижу, что им нужна такая поддержка, помощь. Есть наверняка студенческое объединение, которым интересно развиваться, расширяться, после университета тоже какую-то деятельность продолжать. И у нас есть две идеи: либо направить свои силы на то, чтобы провести такой образовательный форум из цикла семинаров по проектной работе, да, вообще, что это такое, социальное проектирование, бизнес-проектирование, проектное мышление там и так далее, менеджмент, да, провести какой-то цикл мероприятий, либо сделать более такой крупный проект, который будет заключаться в создании ко-лернинга. Именно есть коворкинг, да, есть ко-лернинг, где ты, ну, типа учебный центр, это сейчас мы просто английскими словами называю, то есть учебный центр, который перерастет в коворкинг с теми, кто обучался в учебном центре. И из этих ребят создать стартап-команду, то есть чтобы они поработали над каким-то либо социально полезным сервисом, либо над бизнес-сервисом, который, в принципе, здесь очень много идей есть на этот счет, которых у нас еще в республике не реализовано. Есть вот такие две идеи. Во-первых, как ты на них смотришь, как тебе они, как идеи? Готов ли ты принять участие в роли консультанта, может быть, там, высказать свое мнение, там, помогать в реализации, либо в подготовке таких проектов? Ну, идея мне нравится. То есть со своей стороны я постараюсь пригласить. То есть, да, есть у меня выход на людей, которые как раз-таки в разных отраслях вот, вещают вот эту свою мысль хорошую. Поэтому, ну, я думаю, уже потом как-то предметно с тобой обсудим это. Мгм. И у меня вообще была идея, то есть, тоже провести в следующем году, какой-то большой, небольшой такой IT-форум, скажем, с приглашением, вендоров и разработчиков, то есть, которые у нас есть в России сейчас, которые остались. А, с приглашением, IT-министра с других регионов, то есть вот что-то такое, Мгм. чтобы мы могли ну, чтобы вход был для всех, и каждый мог пообщаться на интересную для него тему. Потому что я был на таких IT-форумах, которые проходят у нас, в принципе, по России, они в течение года уже их было, по-моему, 7, если я не ошибаюсь, в разных регионах. Очень интересно, то есть ты приезжаешь, и вот они все, это IT, как и управленцы, так и технари, то есть Мгм. говори, с кем тебе интересно. Мгм. Он тебе расскажет, что тебе интересно. Вот. Хорошо, хорошо. Говоря слово, что Я пришел. только за, да. К сожалению, у нас вопросов не было интересных. Хоть бы идеи какие-то свои расписали, товарищ. Ну, давай неинтересные вопросы. Неинтересный вопрос. Так, да нет, здесь даже не интересно. Я не знаю, что здесь спрашивают. Так, Ибрагим Баулиев спрашивает. Вопрос такой: как быть айтишником и не стать помидором к старости? Он еще не старый. Зачем его об этом спрашивать? Вот. Так, был еще Спортом вопрос заниматься нужно. баскетболом. Да. Да, да. В министерстве есть потребность в аутсорсе. Вопрос. В министерстве есть потребность в аутсорсе разработки. Есть такая потребность? Нет, такой потребности нет. То есть как бы у нас есть Центр информационных технологий, который как бы нас тоже сопровождает. Это тоже наш подведомственное учреждение. Мгм. Вот. Поэтому в аутсорсе. Ну, в целом в республике у нас нет потребности в аутсорсе. Анзор Ведзижев, видимо. Какие 3 шага нужно сделать, чтобы в Ингушетии сработало то, что вы наметили? 3 шага. 3 шага, да. Ну,
Ну, там два первых шага это одинаковые, это главное наше желание и стремление, а третье это ресурсы. Я говорю, то есть у нас в республике есть специалисты, которые знают, как выстроить, что делать и как эту политику именно развития IT выстроить, но все упирается в ограниченных ресурсах республики. То есть все думают, министерство там миллионами, там сотнями миллионов денег есть. Нет, ошибаетесь. У меня, бюджет на развитие IT, всего там 10 миллионов. Часть из них уходит на сопровождение, грубо говоря, тех систем, которые у нас уже есть. То есть доработка, там модернизация и техническая поддержка. Эти все деньги уходят за республику, я понимаю, Да, правильно, да? вот именно. Поэтому, мы и хотим, чтобы у нас, здесь это было, чтобы открывались филиалы, и часть этих денег, остается у нас в республике, оседает в бюджете. Еще такой вопрос. Организуем свою ЦТФ-ку. Я даже не знаю, можно это показывать, что это значит. Чё такое ЦТФ-ка? Я не знаю, что такое ЦТФ-ка. Если что, осуждаю, на всякий случай. Да-да-да. Запрещенная организация в России. Да, да. Так, а в министерстве есть безопасники? Как таковых безопасников, именно технического направления есть. Есть у меня специалист, он окончил высшее на красное, типа по инфобезу. Но в целом, ну, как бы инфобезом занимаюсь я, и вот есть у меня отдел информационной безопасности, но они больше направлены на, так скажем, бумажную безопасность. Это 152 федеральный закон, 187 федеральный закон, это критическая информационная инфраструктура, это защита там, ну, это бумажки для стека и ФСБ, поэтому, Понятно. да. CTF, это нам поговорили. Это А, нормально, это не осуждаю. CTF — это, в общем, такой форум, где соревнуются э, кибербезопасники, так скажем, пентестеры и так все далее. понял, понял. Вопрос был, организуем ли мы свою CTF? Можем ли мы организовать? А есть ли у нас столько людей, чтобы организовать CTF, чтобы В между ними целом мы соревноваться? можем, попросить, для нас это организовать, то есть, того же Инфотекса, потому что я был на таком мероприятии у них. То есть у них, то есть есть своё, ну, полностью криптооборудование, то есть у них есть понимание этого. Ну и можем Ростелеком подтянуть, попробовать. У них тоже есть подразделение, Ростелеком Солар называется, тоже очень грамотные специалисты именно в инфобезе. То есть мы с Мгм. ними частенько. То есть можем что-нибудь да попробуем. Вот мы понимаем же, да, что в Ингушетии, если проводить CTF, и чтобы оно, ну, хотя бы как-то массово, да, так скажем, охватило людей, то нам нужно будет эти флаги прямо в HTML, не знаю, где-то в браузере использовать, ну, эти флаги, которые нужно собрать в рамках этого Мгм. CTF. В принципе, это нормально, то есть, ну, это Да, первые шаги, ничего в этом зазорного нету. Можно пообщаться с ребятами, которые организуют DAX CTF, да, в Дагестане, да. перенять их опыт, пригласить их сюда, может быть, провести такое небольшое YouTube-шоу или там, не знаю, в Твиче где-нибудь, потому что людям интересно, когда еще какой-то интертеймент с этим всем, да, пригласить людей, которые людям нравится, так скажем, да, слушать их и так далее. Можно сделать из этого такой прикольный проект, да, там на пару дней, можно даже на несколько Да. дней его ширить. По киберспорту. Как это касается цифрового развития? По киберспорту мне мои сотрудники, все уши прожужжали, что, ну, у нас, по-моему, киберспортом это комитет молодежи занимается. Ну, в принципе, Ну, как да, занимается? Типа да, должны заниматься. да, как бы это развитие молодежи. Мгм. Вот у нас немножко другие направления такие более. Ну, я поучаствовал бы, например. Вот да-да, мы сейчас будем тогда это обсуждать не как замминистра, просто с Да-да-да. Исламом Гурчиевым. А ты играешь, да? Уже в "Дискорде", да? Да-да, уже в «Дискорде». А ты сам играешь, да, иногда? В свободное Да, время? я играю, там, могу в Counter-Strike, могу в Лигу Легенд, там, в Доту. То есть я, в принципе, всеядный, то есть как бы, Да, а в главное Counter-Strike какой у тебя ранг? Фейсит играешь или ММ? Нет, я в этот обычно играю. Обычный Я уже режим? давно, если честно, не играл. То есть как бы в танки играл, в Warface играл, да, в PUBG играл. То есть
вряд ли есть игра, в которую я не играл, вот честно. Ага. Просто есть понятие, как играть, а есть понятие там жить в этой игре, там заморачиваться на рангах и так далее. То Ну, есть я меня могу прям... сказать точно, и после этого разговора особенно, что ты, наверное, самый народный из всех, кого я знаю, из чиновников. Потому что обычно встречаются люди в галстуках, которые говорят очень непонятные слова, выражаются очень общими терминами. Ты Чиновничий, пошел. бра- Да, заболели чиновирусом, и все, у них там Да, да, чисто да. чиновничий язык. Не, Поэтому не, очень рад, что я... ты пришел. Да. Рясел, Ислам, спасибо, что уделил нам время. На самом деле, хотелось бы еще раз тебя пригласить, может быть, в январе, в феврале, а, также с тобой созвониться, чтобы составить какую-то статью там с кратким списком, так скажем, куда можно обратиться, кого ты, так скажем, советуешь, к кому легче будет, да, обратиться, к каким ресурсам легче иметь доступ для тех, кто только начинает, потому что бывает, что там отбор прям очень жесткий. Вот, допустим, в фонде президентских грантов очень, очень все демократично. На самом деле немало IT-проектов выигрывают. Вот за последние 3-4 года даже в Ингушетии там несколько проектов было IT, которые победили. Хотя в республике редко вообще кто побеждал. Там были проекты, направленные на сохранение ингушского языка и так далее. Там приложение какое-то было. Поэтому людям нужно смотреть в сторону грантов, если они понимают, что сейчас у них нет ресурсов, нет инвесторов, там, да, спонсоров. Гранты – это, по сути, деньги, которые выделяются на развитие. Если вы за развитие, как бы идите в грантовые проекты, в конкурсы, грантовые конкурсы, получайте там деньги, реализуйте проекты. И, в принципе, на этом тоже можно очень много чего сделать для республики. Всё верно. Что там, да? Да. Поэтому, ну да, не стесняйтесь. Я, да, понимаю, многие моменты есть именно в части религии, там возвратные, там они идут с процентами и так далее. Но есть очень много грантов, которые невозвратные, вам просто дают там определенную сумму, которую вы выиграли, Да, и все, вы безвозмездно. распоряжаетесь, да, вы распоряжаетесь ей как хотите. То есть, Да. поэтому, Хорошо, Девресал Ислам. Тогда до да, следующего раза. Еще очень договоримся. приятно было. Все. Баркал. Девресал всем, кто смотрел. Вопрос, даже не знаю, давайте через пару дней выберем вопрос из чата. Ну, И я не прячусь, да, я в чате, там, в беседке сижу, мой телеграм как бы доступен. Единственное, там в куче вот этих рабочих чатов могу не сразу ответить, но а так отвечу всегда. хорошо. Вопросу из чата, который был более-менее подходящим, подарим коврик. Можешь выбрать прямо сейчас. Какой вопрос тебе понравился, Ну, запомнился? я их и не помню, если честно. Да. Парни, Давай вы на без твое подарка усмотрение. остались. Не, но я Давай. люблю, когда люди стараются, знаешь, ну, либо вопрос задать, либо идею какую-то подать, либо смешно пошутить как-то. Да, у вас Просто возможность с так. чиновником поговорить, да? Ну да, тем более. Задавайте каверзные образы. В общем, в следующий раз 2 подарка разыграем. Так Все, что давай, слушаем, Баркал. Не все, обижайтесь. Дигдерхал, Вестягал. все,